В Челябинске появилась башкирская юрта. Авторы проекта отмечают, что древнее жилище башкир напоминает им о гармонии мироздания. То есть это исторический момент на территории города Челябинска, да, у нас открытие башкирской юрты происходит. Действительно, форма юрты – миниатюра вселенной. Она выполняет в питомнике Анастасии не только духовную функцию, но и придает особый колорит, является прекрасной локацией для проведения обряда бракосочетания и экскурсий. Мы привыкли о том, что эти юрты только во время сабантуев, каких-то больших праздников, а здесь уже постоянная, красивая юрта, которая приехала из республики Башкортостан, то есть, которая будет радовать всех жителей города Челябинска. Мы уже проговорили с собственниками на предмет того, что здесь будут тематические вечера, чтобы наше молодое поколение знало, каким образом в древности, в таких вот именно жилищах настоящих, которые из настоящего войлока жили наши предки. Очень дорогого стоит, когда мы знаем историю. Не зная историю, мы не знаем свой народ. И вот этот момент очень важен именно для всех, не только башкир, проживающих на территории города Челябинска и Челябинской области. Я считаю, что это один из хороших примеров за пределами Республики Башкортостан, открытие такого уголка башкирской культуры именно в городе Челябинске. Я выражаю слова благодарности всем тем, кто занимался строительством, всем тем, кто занимался обустройством этой территории. В общем, девушка готова рассматривать любые творческие предложения южноуральцев. Утепленные с деревянным полом водонепроницаемое сооружение вполне послужит выставочным центром для работы художников-ремесленников. Здесь можно принимать гостей, делать выездные регистрации. Есть мангальная зона, беседки. Дети могут приезжать на экскурсии для знакомства с бытом башкир. В юрте имеется убранство. Желающие могут его пополнить семейными реликвиями и предметами быта. Я вот прям прониклась и почувствовала энергию этого сооружения, видимо, за счет того, что это купольность, что это круглое здание. Вот, чувствуется какая-то особенная энергетика. И очень захотелось как бы воспроизвести юрту на территории нашего питомника растений. У нас ландшафтный центр, питомник, и юрта очень отлично вписалась. Так сложилось, что вот в деревне в Башкирии есть земля, мы там выращиваем елочки. И вот недавно часть ассортимента перевезли в Челябинск. Так что елочки у нас тоже башкирские, приезжие, можно сказать. Среди новых гостей была и делегация из Магнитогорска. Активисты местного башкирского Курултая были восхищены гостеприимством и масштабами данного проекта. Предприниматель Ишхан Киракосян продемонстрировал новый бренд своей кондитерской фирмы «Киракос» «Чак-Чак» на башкирском меде и отметил, что готов рассматривать совместный проект с хозяевами башкирской юрты. Буквально недавно Анастасия выслала нашей редакции фотографии с первой фотосессии молодоженов в юрте. Она отметила, что работает совместно с башкирскими предпринимателями. Например, национальную еду предпочитают заказывать в кафе «Байкунак».